Внести строительство онкоцентра в Якутске в национальный проект здравоохранения. Такое предложение внесла депутат Госдумы Галина Данчикова. Нападение бродячих собак. Сколько случаев зарегистрировано в Якутске? Свежие грибы круглый год. Житель Якутска несколько лет занимается выращиванием вешенок. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. В Хангаласском Улусе нашли пропавшего охотника. Мужчина охотился в 40 километрах от села Качекацы. Через несколько дней он связался со своими близкими, сообщив, что заблудился и не может найти обратную дорогу. Службой спасения были организованы поисковые группы, 2 наземные с Якутской Тамота и на Ми-8 Хабаровского МЧС. Авиаразведкой удалось найти охотника в 5 километрах от федеральной трассы Лена. Учитывая густой лес и метель, спасатели продолжили наземные поиски по полученным координатам. Потерявшиеся в медицинской помощи не нуждаются, чувствуют себя удовлетворительно. Комитет Госдумы предлагает внести строительство онкоцентра в Якутске в национальный проект здравоохранения. Это предложение депутата Госдумы от Якутии Галины Данчиковой. Его поддержал Комитет по бюджету и налогам и внесли в перечень поправок к проекту бюджета 2019, который рассмотрят сегодня на пленарном заседании парламента страны. Напомним, что в декабре в республике при поддержке Минздрава России завершается строительство первой очереди онкодиспансера, отделения радиологии. Начаты работы по обустройству строительной площадки второй очереди центра, в которую войдут поликлиника на 210 посещений в смену и стационар на 180 коек. В рамках проекта «Местные кадры в промышленность» в этом году на профессиональное обучение направили 200 человек для трудоустройства в Колмар. Сообщается, что угольная компания обеспечивает сотрудников жильем, предлагает социальный пакет и работу на современном оборудовании. С подробностями Екатерина Павлова. По показателям имеющейся статистики, за 9 месяцев текущего года в компанию «Колмар» принято 93 человека на постоянную работу из районов республики. И еще 30 человек проходят практику на производственных объектах, по результатам которой будет принято решение об их дальнейшем трудоустройстве. Задача предприятия и Центра занятости – трудоустроить как можно больше местного населения, при необходимости обучить, переобучить граждан или повысить квалификацию. У меня на участке за месяц устроилось 4 человека, молодых специалистов, ребят, которые, в принципе, довольно-таки заинтересованы в этой работе, заинтересованы в самой программе, так как здесь у нас, получается, обучение происходит, людям выделяются общежития, привлекаются работы, то есть местные специалисты приходят, это уже радостно. 24-летний Никита Захаров из Мегино-Кангаласского улуса уже месяц трудится в угледобывающей промышленности. Попал в компанию «Колмар» молодой специалист через Центр занятости. Приехав в Нерюнгри, парень поспешил на ярмарку вакансий, которая проходит ежемесячно, и нашел свою вакансию. Дальше медосмотр, практика и выход на работу. 2 недели учился, и практика здесь. Коллектив нравится, да? Все устраивает. Угольная компания «Колмар» создает рабочие места, на которые могут претендовать не только специалисты с опытом, но и выпускники профильных учебных заведений. В компании активно действует система наставничества. На базе промышленных и технологических колледжей создаются учебные классы и программы, способствующие получению актуальных знаний обучающимся. Вместе с тем, уже на стадии прохождения производственной практики у каждого студента, проявляющего способности на высоком уровне, есть возможность быть трудоустроенным досрочно. Студентка 3-го курса Южно-Якутского технологического колледжа по специальности обогащения полезных ископаемых Лариса Шулык проходит в угольной компании практику. Девушку не пугает 12-часовой рабочий день на шумной и пыльной обогатительной фабрике, и после окончания колледжа она планирует начать свою карьеру именно здесь. Вообще у меня идет специальность аппаратчик углеобогащения. То есть аппаратчик должен знать все, как нам преподаватели говорили. Если все знать, нормально будет. Угледобывающая компания «Колмар» за считанные годы превратилась в одну из лидирующих компаний по добыче угля в Якутии, нарастила объемы производства в 3 раза. На сегодняшний день компания является привлекательным работодателем не только для жителей республики, но и всей России, а также Казахстана, ДНР и ЛНР. Екатерина Павлова, Сергей Козюров, Вадим Барашков, Нерюнгри.
Денежные поступления ожидаются в сфере экологии. Объем субвенций на исполнение переданных полномочий в области лесных отношений Якутии составит 873 миллиона рублей. Дополнительные средства будут направлены на приобретение лесопожарной, лесохозяйственной и надзорной техники. Кроме того, увеличено финансирование на проведение мероприятий по лесовосстановлению, сообщили нашему телеканалу в пресс-службе Министерства экологии региона. В особо охраняемых природных территориях Якутии намерены создать визит-центры и соответствующую инфраструктуру. Это наладит устойчивый поток туристов в республику и станет точкой роста дополнительных доходов региона. Об этом на встрече с журналистами сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев. В министерстве изучили опыт Финляндии, который имеет 40 национальных парков с полностью обустроенной инфраструктурой. Поток туристов исчисляется сотнями тысяч. Они едут за снегом, животным миром и северным сиянием, чего в Якутии более чем достаточно. Сегодня из 6 парков туристические центры есть только в 2. Это природные парки «Живые алмазы Якутии» и «Усть-Вилюйский». По словам Сахамина Афанасьева, сегодня ведется работа по проектированию и получению финансирования по строительству визит-центра в национальном парке «Ленские столбы». Те вложения, которые делает государство путем строительства визит-центров, будет налаживать устойчивый туристический поток, создание рабочих мест в муниципальных районах и привлечение соответствующих доходов. Вот эти цели. Это не цель привлечь одинокого VIP-туриста, чтобы он там отдохнул. Одиночный турист, он дохода не дает. Нам доходы дают устойчивый поток туристов. Бродячие собаки пугают жителей Якутска. В социальных сетях все чаще публикуются видео, на которых стаи собак безнадзорно гуляют по улицам. А в Сайсарском округу неделю назад собака породы алабай и вовсе напала на женщину. В травмпункте зафиксировали 8 глубоких ран. Сейчас, по словам детей пострадавшей, она проходит лечение. В Сайсарском округе столицы сообщили, что ищут хозяина собаки и само животное. Подобные случаи не единичны. По сообщению травмпункта Якутска, за месяц к ним с укусами бродячих и безнадзорных животных обратились более 90 граждан. Неутешительные данные и за 3-й квартал текущего года. Обратилось 845 человек, из них 282 человека по поводу укуса безнадзорными собаками, 25 человек по поводу укусов безнадзорными кошками. Также было обращение 7 человек по поводу укуса крыс. За октябрь к нам обратился 91 человек, из них 35 человек по поводу укусов бродячими собаками и 2 человека по поводу укуса кошек. Свежие грибы круглый год. Житель Якутска Альберт Ефремов уже 4-й год занимается выращиванием грибов-вешенок. Сегодня в гараже у него развернулась целая грибная ферма. На 2-м этаже инкубационная и камера плодоношения. На 1-м производство удобрения из отходов грибных блоков. Насыщенную минералами и микроорганизмами и солому, на которой росли грибы, перерабатывают в жидкое удобрение. Всю технологию и аппараты для работы Альберт разработал сам. Информацию собирал в интернете и у местных агрономов. В планах у предпринимателя выйти на масштабы, которые смогли бы обеспечить свежими грибами весь город. На данном этапе мы выпускаем грибы вешенка, пока один сорт. Планируем еще выращивать королевскую вешенку, то есть еринги. Также планируем выращивать гриб шитаки. По удобрениям мы делаем пока 3 разновидности удобрения. Это биоконцентрат. Это удобрение, основанное на почвенных микроорганизмах, которые перерабатывают органику и защищают растения от заболеваний. До старта 3-го чемпионата мира по масс-рестлингу осталось 10 дней. Сегодня презентовали медали соревнований. На мероприятии присутствовал министр спорта региона Иннокентий Григорьев, тренеры и представители сборной России. Все медали изготовлены из латуни и покрыты эмалью. Награда высшей пробы с красной лентой весит 113 граммов. Серебряная медаль с синей лентой и бронзовая с зеленой по 95 граммов. Всего будет разыграно 12 комплектов наград, за которые поборются более 250 спортсменов из 42 стран.
Мой любимый музей – это первый всероссийский конкурс в виде онлайн-голосования с участием всех регионов России. Якутский государственный музей имени Ярославского в числе конкурсантов, рассказывает Артур Габышев. В фондах Якутского музея более 100 тысяч подлинных экспонатов разных эпох, начиная от мамонтов и заканчивая инструментами быта, датированными прошлыми и позапрошлыми веками. Наш музей был основан в 1887 году по инициативе секретаря статистического комитета Андрея Иннокентьевича Попова. В 1891 году музей впервые открыл свои двери для посетителей. Наш музей – первое культурно-просветительское и научное учреждение в Якутском крае. И вот более 125 лет мы работаем во благо культурного и духовного просвещения наших посетителей. Раньше ко всем экспозициям нельзя было притрагиваться. Причина проста – можно повредить экспонат. Сейчас выставлены специальные тактильные предметы истории. На некоторых висит табличка «Можно трогать». Музеи сейчас, в том числе и наш, разрабатывают такие экспозиции, где специально сделанные или специально предназначены для этого экспонаты можно потрогать и прикоснуться таким образом к истории. Но большинство экспозиций не соответствуют оригиналу, их подлинники хранятся за витриной. Один из редких экспонатов в музее – настоящий зуб мамонта, и к нему можно прикоснуться. Размером он с 2 человеческих кулака, а было у мамонта их всего 4. Также выставлен стенд с шерстью разных животных. Посетители музея, в частности школьники, очень радуются такому нововведению. Ведь погладить лису или же медведя не всегда предоставляется возможность. Конкурс «Мой любимый музей», в котором принимает участие Якутский государственный музей истории и культуры, продлится до 26 ноября. Он определит победителей среди музеев, которые получат награды и всенародное признание. Артур Габышев, Владимир Павлов, Якутск. Мы следим за развитием событий, не переключайтесь.